Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутске в Доме дружбы имени Кулаковского проходят Дни монгольского кино, посвященные 80-летию известного монгольского режиссера Бекзийна Балжиняма. Якутский зритель имеет возможность познакомиться с творчеством именитого режиссера. Сегодня гостья студии – дочь режиссера и председатель общества монголо-якутского сотрудничества Амаржаргал Балжиням. Здравствуйте! Здравствуйте! В этом году в Монголии отмечают 80-летие кинорежиссера Бекзийна Балжиняма, который создал порядка 80 документальных и 10 полнометражных фильмов. Амара, вы дочь режиссера. Расскажите об отце, почему его называют новатором монгольского кино. Ну, он учился во Всесоюзном государственном университете кинематографии в Москве, закончил в 1969 году и стал кинооператором. И с тех пор он начал свою работу, творческую деятельность в Монгол кино студии, где он и начал свои эти новаторские работы, да, вот. Ну, его называют новатором почему? Потому что он привлек в кинематографии Монголии разные способы снятия фильмов. У него очень много бывают метафор в фильмах, показывает цвет, например, в кино имеет очень важное значение, он считал. И таким образом такие разные приемы он принимал, что все критики считали, что вот такие способы, вот такие методы, да, снятия фильмов раньше вот в Монголии, например, не было, говорили. И это становилось как бы его такими творческими, новаторскими работами. Какие фильмы представлены на Днях монгольского кино, и удалось ли пообщаться с якутским зрителем и узнать его впечатления? На Дни монгольского кино мы привезли 3 фильма. Фильм «Кочуем к вам», во-вторых, фильм «5 пальцев одной руки», и третий – это фильм «Тень». Все фильмы очень интересны, сюжеты разные, но все показывают быт, как бы обычаи, да, вот монголов очень хорошо показываются. И, конечно, все эти темы, которые затрагиваются в его фильмах, они до сих пор, мы думаем, актуальны. Вот. И якутский зритель, он очень похож на нашего монгольского зрителя, оказывается, да? Хотя монголы говорят на монгольском языке, и если фильм продублировать на якутский, то получится, что и у нас актеры очень одинаковые, да, и они как бы говорят на якутском. Вот. И якутский зритель воспринял это вообще восторженно. Они вообще аплодировали, да, зал аплодировал. Многие выходили из зала даже с заплаканными глазами. Все говорили, такие душевные фильмы, и давно таких фильмов не видали. Это пожилые люди, им очень понравились вот эти фильмы. Все говорили, это очень затронуло их души. Вот в Якутск приехала делегация из Монголии. Расскажите, пожалуйста, о ней. Ну, кроме меня, с нами приехала наша актриса, очень известная актриса, заслуженная артистка Монголии. Она сыграла одну главную роль в папином фильме «Тень». Ее зовут Долгар Сурен. Дальше у нас в группе есть художница, тоже заслуженный работник культуры Монголии. У нее были представлены работы на выставке в 2019 году. И 2 девушек, одна музейный работник, а другая работает в сфере книгоиздания. А вы знакомы с творчеством якутских кинематографистов? Да, конечно, очень люблю якутские фильмы, кстати, да, и мы знаем, что якутские фильмы в последнее время, они стали как взрыв, да, но во всем мире вот показываются фильмы якутских авторов,
и нам они очень понравились. В конце сентября приезжала группа делегаций из Якутии, вот, и они с собой привозили тоже 2 фильма. И монгольский зритель, ну, хотя и в малом количестве, но все равно зал был полный, проходили сеансы в зале этого Россотрудничества в доме, русском доме показывали. И, короче, вот нашему зрителю очень понравились фильмы «Тыгын Дархан» и «Надо мной солнце не садится». Еще другие фильмы были показаны еще в 2017 году, даже и в 2015 году мы показывали, но только не в таком обширном плане. Амара, а как поддерживают кинематографистов Монголии и какие темы сегодня актуальны? Так, у нас уже принят закон о кино, уже как 3 года, 2 года он уже работает, и на фильмы у нас выдаются субсидии. Вот. И самое интересное, в этом законе еще приняли такой, то есть раздел есть о том, что иностранные, если кинематографисты приезжают в Монголию, да, делать свои фильмы совместные, например, да, то им выдаются какие-то льготы тоже, и можно их попробовать всем иностранным продюсерам и режиссерам. А вот насколько трудно в вашей стране реализоваться молодым авторам кино? Ну, насчет этого, мне кажется, даже легче им дается, да, потому что у нас очень много частных появилось, да, студий, и очень много молодых режиссеров и кинематографистов уже проявляются, потому что у нас, вы знаете, работают вот такие дистрибьюторы, да, которые связаны с международными кинофестивалями и выдвигают вот эти фильмы с целью, чтобы, ну, заранее подготавливают, да, вот как нужно снимать, в каких форматах, все такое готовят и отправляют вот фильмы на эти зарубежные кинофестивали. Таким образом, мне кажется, вот очень много есть ну, путей, да, проявить себя, вот, показать молодым. Вы являетесь председателем общества Саха-монгольского сотрудничества. Чем живет якутская диаспора и сколько якутян в Монголии? Ну, наше общество Монголо-Саха сотрудничество, оно работает уже с 2015 года, и со дня организации вот мы уже каждый год по 2-3 раза приезжаем в Якутию участвовать на разных фестивалях, там, и в особенности мы привозим художественные выставки наших художников, обмениваемся, да, с художниками, и якутских художников везем, например. Ну, очень много мероприятий у нас, и тут вместе с нами в Якутии работают также наши друзья, неформальное объединение Ар-Саха, и в наших планах и в дальнейшем будут представлены выставки и культурные программы. А в Монголии у нас всего где-то около 15, не больше, наверное, да. Но сейчас добавляются, вот, прибавляются, то есть, да, вот, приезжают очень много из Якутии людей, вот, оно постоянно как-то живут, вот, где-то около 15-16, вот, все женщины, и у нас есть диаспора, землячество, как бы, да, якутов, которые проживают, якутян, которые проживают в Монголии. Вот. И мы занимаемся тоже, проводим сеахи, встречаемся. Вот как раз якутские фильмы мы вместе смотрели. Ну, короче, у нас очень много связей, да, чтобы встретиться. А помимо кино, какие еще направления сотрудничества развиваются между Монголией и Якутией? Ну, в большинстве мы проводим культурные вот такие, да, мероприятия. И еще кроме культурных, мы хотим в области образования достичь каких-то вот
конкретных результатов. И этим является вот то, что в Арктический государственный институт культуры и искусства уже прибыли наши 2 студента, и они успешно уже учатся на 1-2 курсах. И в дальнейшем будут какие-то связи, да. Ну, во всех областях, короче, хотим. И в области медицины какие-то шаги были, вот, и бизнес-форумы, наверное, будем тоже проводить, и СИАХи проводим, и сами приезжаем. Короче, очень много соприкосновений. Якутск стал первым городом, где организованы Дни монгольского кино в России. Куда дальше направится ваша делегация? Так, в Якутске мы уже начали вот Дни монгольского кино. И, кстати, это очень успешно прошли. Спасибо огромное за организацию этих дней Доме дружбы имени Алексея Кулаковского, именно директору Дома дружбы Антониде Николаевне Корякиной, а также это при поддержке Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия. Спасибо огромное всем организаторам. Так, и мы дальше едем в город Иркутск, и 5, 6, 7 числа декабря начинаются Дни монгольского кино в Иркутске. Дальше, наверное, это будет еще распространяться на Красноярск, но это пока в планах, думаю. И в Иркутске этим вопросом занимается наш генеральный консул, господин Джигмет Инхшаргал, и при непосредственной поддержке, да, вот, нашего генерального консульства все эти дни мы будем показывать российскому зрителю наши фильмы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Мы сегодня говорили о днях монгольского кино в Якутске. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале.